Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас очередной кулинарный влог, в котором я вам покажу, как я готовлю салат. Ну, назовем его, как его называют, дальневосточный. Ну, не суть дела в названии. Самое главное, чтобы он был вкусный. А он, в моем исполнении, он очень вкусный. Мне этот салатик нравится. Вот, прошу прощения за освещение. Говорим за стихами. У меня сгорела лампочка. Быстренько вкрутил служебную. Но я думаю, что салат у нас будет делаться на столе и будет освещение получше. Вот, ну что, пристегните ремни, приготовьте ложки, вилки, хлеб, кому что удобно. И мы начинаем приготовление салата. Друзья, да, вот у меня получается вот такое вот сегодня отображение. Видите, снимаю вечером. Ну, попробуем сейчас как-то поменять расположение. Может быть, что-то станет лучше. Ну, давайте посмотрим. В принципе, вроде бы как в камеру видно, да? Нам понадобится в этот салат, как и в предыдущий, практически одни и те же ингредиенты, только меняется рыба. Вот, понадобится отварной картофель, отварная морковка. Конечно, нам понадобится рыбка красная. Можете использовать любую красную рыбу. Но вот обычно в салат этот используется кита копченая. Но я в последнее время делаю салат с соленой. То есть покупаю соленую киту, покупаю сырую, сам ее солю. Вот, и из нее делаю салат. Но сегодня у нас будет форелька. У меня остался один кусочек. Тоже самопойманная, самозасоленная форелька. Уже делал с нее салат обалденный. Получается отварные яички, лук, репчатый лук. Сейчас по нему еще немножечко сделаю пояснение. Ну и, конечно, майонез. Тот майонез, который вы любите и используете у себя на кухне. Вот такие вот несложные ингредиенты. Самое дорогое, конечно, тут рыбка. Давайте я сейчас попробую камеру немножечко развернуть. Ну, в принципе, я думаю, что все хорошо видно. Постараюсь, конечно, все-таки делать такие влоги днем, при дневном освещении. Ну что, давайте начнем готовить салат. Друзья, ну смотрите, ну вот так вот вроде бы как чуть-чуть получше. Меньше моей тени появляется. Ну давайте попробуем, что из этого выйдет. Вот, просто не хотелось терять контент, раз, думаю, вечером делаю такой вкусный салат, покажу я его, как делаю. Итак, я снова беру свой контейнер, потому что мне удобно в него сделать. И тот салатик, который я не съем сейчас, я его спокойненько перемещу в холодильник. Вот, берем терочку, терочка у нас Fix Price. Кто следит за моим контентом, тот видели, что я покупал такую терку в Fix Price. Ну, тут то же самое, смотрите, мы натираем в первую очередь картофель, салат этот делается слоеным. Вот, я его даже, знаете, бывает на дни рождения, тут что-то у нас в серединке картофеля было. Вот, я его даже бывает на дни рождения, его делаю порционно, потому что это очень удобно, это очень, знаете, ну, очень красиво, так скажем. Гостям нравится, когда он идет порционно, а не вот как я сейчас делаю. Ну, я же еще раз говорю, я делаю его лично для себя. Вот, ну, я опять глаз алмаз. Алмазом снова всем привет. Вот. Снова опять сделал такой же объем картошечки. Я еще раз говорю, друзья, я отвариваю приблизительно все это дело на глаз. Поэтому как-то так. Вот. Ну, шушуть придавливаем. Вот. Картошечку мы натерли. Картошечку натерли. Вот. У меня, конечно, знаете, что неудобно такие влоги снимать. У меня не такая кухня, как у блогеров именно кулинарных. Ну, я же не кулинарный блогер. Я здесь буду ходить и с вами говорить. Вот. Что мы теперь берем? Мы с вами теперь берем рыбку, нашу вкусную красную рыбку. Еще раз говорю, это у нас форель. Я недели полторы назад с друзьями мы ездили ловить форель. Вот у меня остался один кусочек. Нарезаем ее мелкими кубиками. Ну, рабочий эксперимент. Нарезаем ее мелкими кубиками и укладываем ее поверх нашего картофеля.
Ой, друзья, ну салат вообще обалденный. Пишите в комментарии, кто тоже такой салатик хоть раз сделал. Как вы его делаете, с какой рыбы вы его делаете. Будет очень тоже интересно, как и мне, так и другим подписчикам узнать. Вот. И напишите, как вам прошлый мой салат гусарский. По секрету скажу, что сейчас я снимаю это видео именно в тот день, когда гусарский у меня вышел в эфир. То есть у меня 8 часов гусарский вышел в эфир. Так, вот здесь я немножечко недоубирал косточки. Косточки-то убираем. Вот, ну, наверное, я всю рыбу использую, потому что нет смысла тут уже оставлять совсем чуть-чуть. Ой, ой, какие... Да, Даша, я рыбу режу, но не тебе. Ты где орешь? Ты снова что ли где-то под ногами? Не знаю. Друзья, где-то спряталась. И принимает участие. Да, конечно. Как же без тебя? Ты принимаешь участие в изготовлении нашего... В приготовлении нашего наивкуснейшего салата. Вот. В следующий раз обещаю сделать какой-нибудь уже не мы... Да успокойтесь вы, девушка. Так, мои хорошие, рыбку мы нарезали. Теперь мы ее аккуратненько, нежненько выкладываем в наш салатник. Но я еще раз говорю, если будете делать салат, если делать для гостей будете, я вам рекомендую прям делайте его строго порционным. Это не очень долго, это не очень сложно, по крайней мере для меня точно. Ну, смотрите, ну правда, глаз алмаза. Как вот гусарский делал, так и этот у меня, в принципе, практически распределился равноценно, хотел сказать. Вот, ну что, теперь следующий ингредиент — это лук репчатый. Я уже, чтобы не отнимать вашего драгоценного и моего времени, я его уже мелко-мелко нарезал. Кстати, в этот салат обычно используют лук просто сырой. Я же его в этот салат мариную с уксусом. Мне он так больше нравится. Салат этот получается намного вкуснее. Но это, еще раз говорю, это на любителя. Вот, я его мариную в уксусе. Даю ему немножечко отдохнуть, так скажем, в этом действии. Ну, как-то вот, друзья, сейчас покажу вам. С луком тоже как вот не надо перестараться, как их в принципе с уксусом. Вот мы распределили лук. Ой, у меня уже слюни идут. Я уже представляю, какой он вкусный. Так, следующее у нас по слоям, это у нас пойдет морковь. Достаточно тоже будет одной моркови, много не надо. Какой прям цвет у морковочки, прям яркий, насыщенный и, наверное, очень вкусный. Скажу, боже мой, сейчас мое видео попадет в топ, его посмотрят какие-нибудь кулинарные блогеры, скажут, боже мой, это что за рукожопый повар. Вот, ну что. Следующим, практически завершающим ингредиентом у нас идет майонез. Это не реклама. Ну, я чаще всего, конечно, беру 3 желания, но когда бываю в АДК, у нас в АДК очень большой магазин, и там бывает беру кальви, беру еще какие-нибудь майонези. Ну, в целом, в основном такой, потому что его я беру во дворовом магазине, а там у нас не особо-то большой ассортимент. Так, ну, майонез тоже, я не знаю, как вам сказать, сколько мы его сюда используем, но грамм, наверное, 100, наверное, где-то так, 80, чтобы тоже, знаете, не переборщить, ну и чтобы салатик тоже не был сильно сухой. Я так вот делаю его, как помните с предыдущим.
выравниваю. И отсюда я уже буду играть, добавить еще или нет. Вот. Но я думаю, что я, наверное, добавлю еще, потому что вот в самой серединочке майонезика маловастенько будет для моего бомбезного салата. Поэтому еще чуть-чуть добавим. Ого, какая красота. Вот. Распределяем. Ну, очень вкусный салат. Я прям его вам очень сильно рекомендую. Я чего попало вам не рекомендую. Ну вот, в принципе, и все. Оближите обязательно ложку, если у вас остался на ней майонез. Это обязательное условие для приготовления любых салатов, которые идут с майонезами. Вот, последний ингредиент. Это у нас отварные яички. Я думаю, что тут на мою порцию... Кстати, вот эта порция я сейчас сделал, она, грубо говоря, рассчитана на раз, два, три, четыре, ну, где-то на 4-5 человек. Где-то здесь с полкилограмма салата. Ну что, я вам говорил, что яичко я люблю натирать на мелкой терке, поэтому натираем на мелкой терке. Уже, знаете, в голове прокрутились какие еще. Я не только буду, конечно, готовить салаты, но давайте будем как-нибудь по возможности. Я буду стараться делать кулинарный контент почаще. Сейчас у нас же каталог стал работать месяц. Соответственно, тот график, по которому я работал по 3 недели, у нас как-то мы успевали и видеообзор каталога снять, обзор новинок снять, как бы все влазило в 3 недели, пока действует каталог. А сейчас мы перешли на месяц, и я не влазю, мне не хватает видео. Если вы заметили, что раньше чаще видео выходили, сейчас не реже, но тем не менее экономичнее. Поэтому я решил, почему бы и нет. Вот, ну, в принципе, я думаю, что достаточно, но одно яичко остается, грех с ним. Не оставим, мы его съедим. И вот тоже сюда скрошим салат. Вот такой вот воздушный, вкусный получился салат. Сейчас мы его, конечно, попробуем. Я обязательно его попробую и расскажу вам. Вот он, красивый. А самое главное, вкусный. Ну что, мои хорошие, вот он, торжественный момент настал. Готов наш салатик. Еще раз говорю, называется он дальневосточный, кто не знал. Используется красная рыбка, но вообще в целом используется больше всего копченая. Я, как вам говорил, я стараюсь почему-то в последнее время использовать соленую, слоеную, хотел сказать. Вот. Ну, кому как, конечно, удобнее, когда я его делаю порционным салат, конечно, я его не размешиваю, как я сейчас пытаюсь это сделать. Еще, кстати, один маленький вам советик. Все салаты вкуснее, если они едятся ложкой. Не вилкой, а ложкой. Вот, я этот салатик перемешиваю. Но, еще раз говорю, когда я его делаю порционно, я его не перемешиваю. Я его ем так, как он есть. Ну что, дегустируем свежеприготовленный салат, практически из свежей форели. Друзья мои, там я до речи потерял, это божественно. Он такой, как бы воздушный, легкий. По сравнению с предыдущим салатом, тот, конечно, его жевать надо, а этот жевать практически не надо. Он прям практически вот тает на губах. Напишите, пожалуйста, какие ваши салаты самые любимые. Какие вы любите делать больше всего. Я очень много делаю салатов. Но самый любимый мой салат — это корейская морковка. Ее я сделаю чуть попозже. Обязательно покажу, как я делаю. Боже мой, у меня сотни рецептов, как делать корейскую морковку. Я ее с чем только не делаю. Ну, в целом, конечно, я люблю больше всего просто корейскую морковку. Друзья мои,
Вот и вечер удался. Сюда еще к этому салату не хватает хорошей компании, хорошего, дорогого вина. Вот. Ну, ладно, дорогие мои, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Давайте прожуем. Я очень надеюсь, что вам нравятся мои кулинарные влоги. Я обещаю, что я настрою камеру, настрою, как удобнее мне будет снимать так, чтобы... Но вы знаете, предыдущий влог я тоже посмотрел. Мне, в принципе, понравилось, как он был отснят. Единственное, что я еще скорректирую, все-таки немножечко здесь на кухне сделаю поудобнее. И думаю, что все получится. Ну, жду ваших комментариев еще под Гусарским. Сейчас выключу это видео и побегу смотреть, что вы там написали. И, конечно же, как выйдет это видео, жду ваших отзывов на это видео. У меня на этом все. Всем пока-пока. Пока.